Минводах в рамках круглого стола «Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на юге России» подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги» и Торгово-промышленной палатой Ингушетии. Свои подписи под документом поставили начальник Северокавказской железной дороги Сергей Задорин и президент Союза торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Радмила Нальгиева. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области информационного взаимодействия. Предполагается, в частности, информирование предприятий и организаций Ингушетии об услугах и сервисах, предоставляемых РЖД, а также о порядке их получения. Махмуд Али Калиматов отметил, что соглашение расширяет возможности дальнейшей интеграции регионов в проект одной из крупнейших транспортных корпораций. Круглый стол «Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на юге России» собрал в выставочном центре Минвода Экспо порядка 100 представителей РЖД, крупных грузоотправителей из разных регионов страны, органов власти субъектов ЮФО и СКФО, морских портов, стивидорных компаний, операторов подвижного состава и морских терминалов, ведущих экспертов логистической отрасли. Участники круглого стола обсудили передовые практики и перспективные решения в сфере грузовых перевозок. У нас есть целая станция Слепцовская. Объект культурного наследия, вокзал. После войны эти рельсы исчезли, и уже много лет у нас нет соединения между Чечней и между Махачкалой. Поэтому глава нашей республики вышел с предложением правительства России, и нас одобрили, что, кстати, и ЖД нас тоже поддержал, что эту дорогу надо возразить. Это порядка 70 километров. Это цена вопроса миллиардов рублей. Я прошу тоже поддержать это, потому что вот уже многие говорили о связи с Махачкалой и далее Азербайджан. Это очень серьезно. Сейчас мы вокруг пока ездим, а не по прямой. Также увеличены пассажирские перевозки. Второе большое предложение – это возрождение очень давнего проекта. Это 80-й год, когда в советское время пытались соединить, делать переход через Кавказский хребет между Российской Федерацией и Грузией. Буквально 2 месяца назад было проведено правительством Торгово-промышленной палаты совещание на возрождение этого проекта. Было одно из заседаний, совместно российско-грузинского заседания, именно ТПП, на котором принято решение все-таки вернуться к этому и рассмотреть возможность. Дело в том, что в советское время до 1992 года дорога была проложена и по территории России до Кавказского хребта, и с обратной стороны Грузии она тоже была проложена. Осталось пройти 47 километров только прохода вот в этом хребте. То есть это реальные вещи, и 30 ноября в Ингушетии состоится очередное заседание Российско-грузинской комиссии ТПП. Мы приглашаем вас принять участие в обсуждении этого проекта. Еще раз спасибо за внимание. Прошу руководителей поддержать наше предложение.